Ясно. Так, пожалуйста. Нет вопросов. Самат Хаштабекович, Вопросов нет. уважаемый судья, есть вопросы? Присаживайтесь. Слово предоставляется, уважаемые сотрудники ГКНБ. Вы оба будете выступать или кто-то? Один? Хасанов, да? Слово предоставляется представителю Государственного комитета национальной безопасности Хасанову Эмиру Эрнисовичу. Уважаемый председатель, уважаемый судьи Конституционного суда, позвольте изложить правовую позицию Государственного комитета национальной безопасности по данному вопросу. В этой части нам хотелось бы отметить, что со стороны ГКНБ проведен анализ уголовного процессуального законодательства Кыргызской Республики, Конституции Кыргызской Республики, по итогам которого можно отметить следующее, что согласно статье на стадии следствия в порядке статьи 142 Уголовно-процессуального кодекса следователь вправе выделить в отдельное производство уголовное дело или материал уголовного дела. При этом само по себе выделение материалов уголовного дела или самого уголовного дела не носит произвольный характер, а подлежит прокурорскому надзору и судебному контролю. При выделении при этом материалов уголовного дела право стороны защиты на обжалование процессуальных решений следователя не исключено. То есть оно может быть обжаловано в порядке статьи 129-130 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Кроме этого, важно подчеркнуть, что согласно статье 500 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики правом на обращение с ходатайством о заключении соглашения о признании вины обладает обвиняемый. Согласно статье 45 Уголовно-процессуального кодекса, обвиняемым является лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. При этом часть 1 статьи 240 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики гласит, что следователь выносит постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого лишь при наличии достаточных для этого доказательств. То есть уголовные дела, основанные на заключении соглашения о признании вины, не держатся лишь на признании самого обвиняемого, а имеют какие-то доказательства уже в рамках следствия. При этом лицо, учитывая, что оно взвешенно и добровольно волеизъявляет заключить данное соглашение, законодателем предусмотрен особый порядок рассмотрения данных дел, в рамках которого приговор выносится без исследования и оценки доказательств. При этом рассмотрение уголовных дел по существу в рамках основного дела в отношении обвиняемых, с которыми не были заключены соглашения о признании вины, осуществляется в общем порядке, независимо от наличия ранее вынесенных приговоров в отношении иных лиц. И при этом суд обязан исследовать доказательства, оценить их допустимость, относимость и достоверность, а также установить виновность либо невиновность конкретного лица индивидуально с вынесением оправдательного либо обвинительного приговора. Данная правовая позиция получила прямое подтверждение в решении Конституционного суда Кыргызской Республики от 4 июня 2025 года по делу о проверке конституционности частей 1 и 2 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, согласно которому приговор, постановленный в рамках выделенного уголовного дела на основании процессуального соглашения о признании вины, не обладает преюдициональной силой в отношении других обвиняемых, поскольку принимается без исследования доказательств в общем порядке и действует исключительно в пределах правового статуса лица, заключившего соглашение. Учитывая все изложенные обстоятельства, ГКНБ Кыргызской Республики считает, что оспориваемое положение частей 1 и 3 статьи 95 Уголовно-процессуального кодекса не противоречит положениям частей 1, 3 и 4 статьи 57 Конституции Кыргызской Республики. У меня все.